Здравствуйте, меня зовут Глушкова Татьяна Викторовна. Я заведующая сектором отраслевой литературы Республиканской детской юношеской библиотеки. Здравствуйте, меня зовут Бархутова Виктория Вячеславовна, главный библиотекарь сектора художественной литературы и искусства. Сегодня мы расскажем вам о проекте СРГ. Пока стоит СРГ, жива моя семья и мой род в Республиканской детско-юношеской библиотеке. ЮНЕСКО внесла бурятский язык в перечень исчезающих языков мира. Сегодня на родном языке не говорят ни в школе, ни дома. Он не используется даже при составлении и оформлении документов. Языки умирают не потому, что нет их носителей, а потому что они переходят на другие языки. Как правило, на двухязычных территориях один язык постепенно сдает позиции другому, имеющие большое политическое и экономическое значение, и вытесняется даже из бытовой сферы. Согласно исследованиям ученого Бурятского научного центра Алдара Бадмаева, в год становится на 6908 носителей бурятского языка меньше, в день на 19 человек. При этом бурятский язык, в отличие от многих других языков Российской Федерации, имеет собственную письменность. Сейчас владеют письменностью буквально единицы людей. Наша Республиканская детская юношеская библиотека при поддержке правительства Республики Бурятия смогла осуществить инициативу, которая направлена на организацию культурных акций по реализации проектов в сфере межэтнических отношений в Республике Бурятия, целью которой является расширение сферы применения и повышение социального статуса бурятского языка в Республике Бурятия. В 2018 году в библиотеке открылся Эдиршу. Это центр бурятского языка и культуры для детей и молодежи, как центр по интерактивному дополнительному обучению бурятскому языку. Проект расширил основную деятельность библиотеки. Он направлен на сохранение бурятского языка, письменности и культурного наследия бурятского народа путем привлечения общественных организаций, специалистов по изучению бурятского языка. Руководителем проекта является заведующий центром чтения имени Даширабдана Батажабая Республиканской детско-юношеской библиотеки. Целями проекта является создание Центра бурятского языка и культуры для молодежи Эдиршу. Этот центр создан для сохранения и продвижения бурятской культуры, письменности и языка. Также целью было объединение библиотечного сообщества с деятельностью специалистов-краеведов, добровольческими и волонтерскими организациями. С помощью интерактивного обучения мы хотим привить к детям и к молодежи любовь к родному бурятскому языку, письму и культурным традициям бурятского народа. Задача проекта – это докомплектование библиотечного фонда библиотеки произведениями на бурятском языке, организация дополнительных занятий по бурятскому языку с помощью интерактивного оборудования. Также это организация и проведение культурно-просветительских мероприятий. Также это организация встреч с носителями бурятского языка, что дает живую практику общения на родном языке, создает языковую среду. В центре прошли встречи с такими поэтами, как Эрдени Дугарова, также с детской писательницей Викторией Петровной Алагуевой и очень-очень много с другими. Такой большой интересный проект мы не могли сами реализовать, и поэтому мы привлекли наших партнеров. Партнерами проекта являются Тасаяна Хоманова, это иллюстратор, автор логотипа и фирменного стиля центра Эдиршу. Также мы пригласили искусствоведа, куратора выставочных проектов, авторов цикла занятий «Мини-Зурак» Надежда Абзаева. Также наш центр Эдиршу сделали прекрасную мебель, это мастерская «Сундуки Бурятии». Это этническая мебель, изготовленная специально для Эдиршу. Также мы специально в рамках центра разработали научно-познавательные программы для Эдиршула. Надежда Абзаева специально для нашего центра она презентовала «Мини-Зурак». Это цикл занятий
по искусству для детей. Он посвящен основному разбору элементов и понятий в живописи на примере бурятского искусства. Сусек Кырдымиева нам помогла тем, что она придумала интерактивное занятие для детей от 10 до 14 лет, которое посвящено теме многообразия и ценности языков мира и проблеме их исчезновения. Это языки мира. Также нам наша сотрудница Черняева Дарья, менеджер библиотеки, она придумала детскую настольную игру Толли для дошкольного и младшего школьного возраста по изучению слов на бурятском языке. Также у нас в центре проходили курсы бурятского языка для начинающих, для всех возрастных групп. Проводилось совместно с Бурятским государственным университетом. В центре Эдиршул открыт цикл творческих проектов. Презентация аудиокниги на бурятском языке Шуно Батар. Специально разработанные для центра Эдиршул занятия мини-зурак и языки мира проходит один раз в неделю на постоянной основе. Разработанное сотрудниками библиотеки занятие «Быт и культура Бурятии» посвящено национальному жилищу бурят юрте. Открытие центра расширило основную деятельность библиотеки, направленную на сохранение бурятского языка, письменности и культурного наследия бурятского народа. В 2019 году мы решили продолжить проект наш Эдиршул, и мы уже сделали при нем, получается, новый проект. Это ориентирован он для детей. Это Хухалде, это детский интерактивный театр кукол. Он направлен на приобщение детей к книге, к чтению на бурятском языке, ну и также как для привлечения в нашу библиотеку, чтобы они узнали, что такое читательский билет и зачем вообще люди ходят в библиотеку. Также мы не смогли сами реализовать его, у нас также были партнеры. Мы пригласили Надежду Разуваеву, актрису молодежного театра, и она нам разработала и сделала постановку кукольного представления для детей на бурятском языке. Дети стали непосредственными участниками всего происходящего. Они отвечали на вопросы главных героев, они с ними играли, пели, танцевали. Ну, подробнее мы потом расскажем дальше. Хотела бы сказать, целью проекта является постановка кукольных спектаклей с использованием жизненных ситуаций, научить ребенка общаться на бурятском языке, привлечь детей к постановкам на бурятском языке именно, привлечь специалистов за помощью для постановки спектаклей, также приобщить наших читателей к основам бурятской культуры, познанию традиций, к обогащению театрального опыта. Задачи проекта мы поставили такие, чтобы у нас дети приходящие, они могли развиваться, придя к нам на спектакль, чтобы они что-то узнали новое, выучили какие-то бурятские слова, запомнили, заинтересовались. Также способности, чтобы свои творческие какие-то раскрыли, что может быть в ком-то кто-то хочет стать актером, но не знает, с чего начать, а тут пришел, посмотрел, увидел, заинтересовался и захотел, может быть, стать. Также научиться какие-то актерские мастерства. Логотипы, дизайн стиля Хухалде разработали наши менеджеры Республиканской детской и юношеской библиотеки. Это Черняева Дарья и Эрдемиева Сусек. Ну, хотели, чтобы стиль совпадал с стилем Эдиршул, поэтому логотип сперва нарисовали на бумаге, затем его перевели в формат и подстроили под нашу афишу, которая у нас уже есть. Режиссером спектакля у нас является Надежда Розуваева. Это актриса молодежного художественного театра, режиссер и руководитель театра «Коломбина». Презентация интерактивного театра Хухалде и был организован показ спектакля «Гырхэн Теремок» на бурятском и русском языках. Получается, мы немножко его оживили, сделали его более интересным для детей, чтобы они не только там, что лисичка, зайчик, они поменяли свое амплуа и заговорили на бурятском языке.
Хотела бы сказать, что же такое СРГ. Это в этом году вышел у нас проект СРГ, и он уже реализован. Первая часть уже показана была. Это интерактивная студия, направленная на приобщение детей к книге и к чтению на бурятском языке, на их эстетическое и эмоционально-нравственное воспитание, разработка и постановка интерактивных занятий для детей на бурятском языке, в которых они станут непосредственными участниками всего происходящего. Дети будут отвечать на вопросы главных героев, играть с ними интерактивные игры, подтанцовывать, подпевать, так же, как и в предыдущих двух проектах наших. В цели проекта СРГ мы поставили такие, чтобы дети научились общаться на бурятском языке, интерактивные занятия, чтобы были с использованием жизненных ситуаций, также чтобы привлечь специалистов по бурятскому языку в помощь для разработки занятий. Также мы решили поставить целью это приобщение наших читателей к основам бурятской культуры, к познанию традиций бурятского народа. Задачу проекта мы поставили создание условий для творческого, интеллектуального и физического и личностного развития детей, создать предпосылки к выявлению и развитию индивидуальных способностей у каждого ребенка, развить память, внимание, воображение, также мышление, формировать потребность, проявлять интерес к народному творчеству, показать лучшие традиции бурятского народа, помочь детям глубже освоить свой край, его культуру, историю, привлечение большого количества читателей в библиотеку, максимально раскрыть краеведческий фонд, привить любовь к чтению. С помощью вот этих спектаклей дети узнают культуру, язык, также литературу и сказки. В этот раз мы не обошлись также без наших партнеров, и нам логотип и дизайн СРГ разработала Мансурова Ирина. Это преподаватель изобразительного искусства и грима Бурятского республиканского хореографического колледжа Сахьянова. А режиссером наших интерактивных занятий стала Розуваева Надежда. Мы о ней уже говорили, это актриса молодежного художественного театра, режиссер и руководитель театра Каланина. Надежда очень творческий человек, она так ставит постановки очень хорошие, нам они нравятся, и мы решили с ней продолжить сотрудничество, так как дети, они быстро включаются в процесс, и они также сопереживают героями, смотрят, как мы проводим мероприятия. Им очень интересно, они после спектакля к нам подходят, общаются с нами. Они рассказывают, что вот нам нравится, что мы бы хотели прийти еще, что у вас будет. Также в конце мероприятия иногда они нам дарят небольшие презенты. Были даже случаи, что мне подарили рисунок, девочка сама нарисовала и в конце спектакля подарила мне рисунок. Так как нынче сложившаяся наша ситуация эпидемиологическая, мы не смогли пригласить наших гостей, наших постоянных читателей, пользователей на презентацию интерактивной студии СРГ, и мы ее провели в онлайн-формате. Вы можете на нашем YouTube-канале посмотреть. Первым у нас был спектакль «Шутка на дом», как переводится «игра». Это начало большого проекта. Также запланирована игровая программа для детей уже поменьше, это от 3 до 6 лет. Хуфюте, хугут, то есть веселая детвора. А для взрослых от 16 лет, для молодежи, будет лирическая беседа «Похищенное счастье» о жизни и творчестве Даширабдана Батажабая. В следующем году у него будет юбилей. В спектакле «На дом» игра. Маленькие зрители становятся непосредственными участниками всего происходящего, отвечают на вопросы главных героев, играют с ними в интерактивные игры. Во время представления участники знакомят зрителей с лучшими традициями бурятского народа, народным творчеством русского и бурятского народа, пробуждают интерес к культуре и к истории своего края. Сел зайчик
Итак, берем вожжи, ваши взяли, берем ташу, ногу закидываем на коня и поскакали. А что вы тут делаете? Пойдемте книжки читать. Мы же в библиотеке. Республиканская детская и юношеская библиотека ведет активную работу по продвижению и сохранению бурятского языка, реализует такие проекты, как Центр бурятского языка и культуры для детей и молодежи «Эдиршу», детского интерактивного театра «Хухалде» и интерактивной студии СРГ. Сохранение бурятского языка – это большая задача, стоящая сегодня перед Республикой Бурятия. Хотелось бы очень сильно поблагодарить наших помощников. Это же, конечно, Надежда Разуваева, которая участвовала в многих наших спектаклях. Она поставила наши спектакли. И также Ирину Бензурову. И в следующем году у нас будет тут уже спектакли. А еще хотелось бы поблагодарить нашу всеми любимую, уважаемую Маркову Галину Николаевну за то, что она нам шила такие замечательные костюмы. Спасибо большое, Галина Николаевна.